Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, а ў эфіры праграма «Пытаннічкі». Чарговы выпуск, 6-й выпуск. І перш чым я назову майго сённяшняга гостя, я адразу хочу яшчэ раз нагадаць нашим слухачам і гледачам. Асабіста я і Еўрарадыё прытрымліваецца такой пазіцыі журналісткай, што мы павінны даваць слова усім бакам даць магчымасць выказацца. Тым больш, што калі мы вырашылі рабіць такую праграму, дзе даем слова кандыдатам у прэзідэнты і альбо іх давераным асобам, то глупо было бы адмаўляцца ад магчымасці і давераную асобу, калі вот все ж таки сам кандыдат у прэзідэнты Александр Лукашенко не знайшоў часу до нас дайсці да студыі, то яго давераная асоба. Такім чынам, Андрей Кривошеев, доверенная особа Александра Лукашенки, ну и журналист, наш коллега, политичный оглядальник Белдержтелерадиокомпании. Господар Андрей, я так подозраю, что вы человек опытный до разных из баталий, пикировок, острых пытанничков, тому я думаю, что не буду так с вами миндальничать, и вы знойдете мне что отказать. Я пачну, может быть, с того, вось вас называюць прапагандыстам. Я думаю, что гэта не секрет для вас. Крыўдзіцеся, калі чуеце такое? Чаму? Уровень культуры людей, которые такое говорят, должен обижать их самих. Але ўсё ж таки, вось, скажем, дзяржаўнае тэлебачанне, вось кажуць, што там ідзе канкрэтна, там, скажем, прапаганда, прапагандысцкае тэлебачанне. Вось як вы лічыце, ўсё ж таки, а по вялікаму рахунку, прапаганда мае месца, вот, і мае права на жыццё ці не? Пропаганда есть во всех странах мира. Единственный вопрос и самый главный вопрос, во имя чего эта пропаганда работает и нацелена. Есть пропаганда здорового образа жизни, есть пропаганда традиционных ценностей, католических. Собственно, сам термин пропаганда оттуда и взялся. Это распространение веры на латиноамериканский континент. Поэтому, с одной стороны, нет, но с другой, когда люди пытаются, как-то в народе говорят, уесть и дают это понятие в негативной коннотации, ну, я же говорю, это все вопрос воспитания. Я таксама, так вот, может быть, сходу, я почитаў матэрыял про одну з ваших сустрэч, дзе зайшла размова там про жыллё, і вы кажаце, вось я живу сам у арэнднай кватэры, аднапакаёвай, плачу там летом 180 рублёў, зімой 220. І вот скажите, вось чалавек, такі, ў прынцыпе, які зрабіў кар'еру, палітычны аглядальнік, аўтар і вядучы розных праектаў на тэлекампаніі. Можна сказаць, у пул прэзідэнцкі ўваходзіце, жыве ў арэнднай кватэры. І зараз стаў даверанай асобай Александра Лукашенки. Вот, а за что вот ісці ў давераныя асобы, калі вот живешь у арендной кватэры? Ну, туда идут не за материальными ценностями. У меня есть свои политические убеждения, позиции. Есть гражданская позиция, как гражданина Республики Беларусь, как белоруса. Я отстаиваю их. Они совпадают с тем курсом, который проводится в Беларуси, который отражен в программе президентской. Поэтому здесь мы совпали. Я доверяю президенту, президент доверяет мне. Поэтому я доверенное лицо. Я написаў у загалоўку анонса нашай праграмы «Любімы журналіст і давераная асоба Лукашэнкі». Але вось сапраўды, я памятаю, на вялікай размове, так Александр Рыгорович так да вас звярнуўся, ну, ледзь не па-бацькоўску, павіншаваў там з вяселлем і гэтак далей. Вы, калі гэта слухаеце, так вось сарамліва чырванееце, ці вот як вы, якое стаўленне? Для меня это было неожиданно, и на кадрах все видно. Мне действительно как-то так стало неуютно, что в зале столько людей, авторитетных, экспертов, а мы как бы, и президент нашел возможным поздравить меня, ну и забрать время, которое я мог бы потратить на ответы и вопросы. Это приятно. Это приятно. Вообще президент знает всех журналистов, которые с ним работают лично. Цяжка працаваць у пуле? Конечно. А что самое тяжкое? Успевать за графиком президента. А, скажем, вот что-нибудь зрабіць ці сказаць, ці даць кадр, які не спадабаецца, там, я не ведаю, ці прэс-сакратару Александра Григорьевича, ці яму самому, вот это не страшно?
Нет. У нас работают суперопытные люди. Поэтому, ну да, президент часто, кстати, критикует, но в основном операторов. А меня покритиковал, наверное, в Сочи это как раз было, вот знаменитое интервью, там сейчас все прицепились к тому факту, что оно было в носках, но на самом деле там такой принципиальный разговор был по всему комплексу белорусско-российских отношений. Вот тогда после этого разговора президент сказал, что надо, наверное, отличать язык печатный от языка телевизионного. То есть нельзя использовать такие тяжелые конструкции в спичах. Нужно оставлять его для научных работ. Я сам за собой иногда такое замечаю, и это правда, что язык, который подошел бы для научной статьи или для или для такой серьезной публицистики, у меня прорывается в телевизионных сюжетах. Это правда. И мои коллеги меня за это подкритиковывают. Вот я ж так разумею, што вы былі зараз на пасланні. Да? І на падчас гэтага паслання і выступах у кіраўніка Беларусі вельмі часта гучаць такія словы, як Майдан, што вакол ворагі, што тут вот у нас тут хочуць краіну разарваць і нешта дрэннае зрабіць з нашай любімай Беларусю. Вы самі верыце ў Майдан? Я вот читаю комменты у социальных сетках и так вельмі часто натыкаюся на такие словы. Такое адчуванне, что до Майдана сам Александр Лукашенко закликае. Я 11 лет отработал в Украине и Польше собственным корреспондентом Белтерадиокомпании с 2004 года, с акцией «Украина без Кучмы». И пережил как журналист и освещал 4, как минимум, Майдана или антимайдана, которые произошли в Украине. Поэтому все эти технологии читаются, они наглядны, они очевидны. Я работал в России, когда там были попытки организовать подобные события на площади, то есть взять власть не законным, легитимным и легальным образом, а взять власть через давление, через улицу. Мы видели это в Беларуси, такие попытки. Так чего здесь стесняться? Такие технологии есть, существуют, прописаны, реализованы в большинстве стран. Я работал в Кыргызстане, когда там проходила тюльпановая так называемая революция. Я был в Армении, когда Никол Воваевич избирался премьером, и тоже видел эту уличную активность, хотя там был не совсем Майдан, там все-таки есть своя армянская специфика. Поэтому, ну, это же все один к одному. Технология-то одна и та же. Ну, просто глупо ее не признавать. Сейчас с этой технологией сталкиваются наши, как-то сейчас принято говорить, партнеры в Германии, в США. Для них уже это очевидно. Раньше, помните, была такая шутка, почему Майдан не происходит в Соединенных Штатах Америки? Потому что там нет американского посольства и интересантов. А сейчас сказалось, что внутри Соединенных Штатов полно интересантов, которые готовы там решать политические вопросы, гражданские, этические, эстетические, расовые, религиозные, именно через улицу. К чему это привело, мы все видим. Калі казаць пра вот гэтыя сёлетнія выбары, то чыя тень, чья рука штурхае беларускі народ до Майдана, на ваш погляд? Интересантов, как всегда, много. Тут был бы повод, а желающих найдется. Тут и польское вмешательство, влияние, и украинское, и российское, и различных фондов. Когда я говорю польское или российское, я не имею в виду... или в меньшей степени имею в виду государственные институты и инструменты, хотя и они тоже. Я больше имею в виду интересантов. Все те прекрасные фонды, прекрасные, естественно, в кавычках, фонды и фондики, через которые финансируется протестное настроение, через которые финансируются политические партии, к сожалению, что является грубейшим нарушением закона в любой стране мира. Если применять к нам американские, допустим, стандарты, то можно сказать, что вмешательство в белорусские выборы более чем явное, очевидное, нескрываемое и существенное. Але калі верыць, вот, скажем, тому ж самому кіраўніку Беларусі і беларускім спецслужбам, то сёлета менавіта за выбарамі 2020 года стаяць нейкія такія нітачкі, цягнуцца кудысьці у бок Москвы, скажем так. Но не только.
Это одно из направлений, откуда они тянутся. И здесь, очевидно, здесь хотя бы посмотрите на символику. Вся символика, я вот этот вопрос уже несколько раз озвучивал. Она украдена или это легальная франшиза Алексея Навального и его движения? Белые ленты, я, мы, там, проценты и все прочее. Это украдено или это заимствовано? Или это просто одни и те же политтехнологи, которые работают и на либеральное крыло, либеральную оппозицию в Российской Федерации и у нас? Ну, это же очевидно. Любому внимательному человеку это очевидно. Ну, наколькі я ведаю, белая стужка нават не вынаходка Навальнага. Яна і раней была і ў іншых месцах. Так что тут вот Ну, и белорусская история, она, к сожалению, тоже была во времена Великой Отечественной войны, да, использовалась. Причем двухцветная. С одной стороны белая, с другой стороны красная. В зависимости от времени суток, освещения и ситуации переворачивалось все. В основном ее использовали, к сожалению, коллаборанты. Ну, для опознавания свой-чужой. Во время антипартизанских, допустим, акций. Это факты, это запечатлено историей, это запечатлено на фотографиях. Кстати, у немцев уже в то время была цветная пленка, так что это все очевидно. Пытанне з нашага гледача Бурштын Безвірнік. Падчас у перадвыбарчы час абвастрыліся адносіны паміж дзяржаўнымі і незалежнымі СМІ. Часам нават можна назіраць, што паміж імі ідзе нежартаўлівая перапалка, якая часта пераходзіць у паліванне брудам. У гэтай связі пытанне да спадара Крывашеяга. Па яго меркаванню, ці не сталі недзяржаўныя СМІ на крывую дорожку і могуць ли ім за гэта звярнуць шыю? Количество фейков в так называемых новых медиа, сетевых медиа действительно зашкаливает. И не только ваш телезритель задает вопрос. Я могу сказать, что, ну, наверное, 7 из 10 коллективов, предприятий, встреч этот вопрос поднимается. И причем поднимается в такой, для меня, как для председателя Союза журналистов, негативной коннотации, когда предлагают ввести дополнительные ограничения. Предлагают ввести британское право в сфере оскорблений и фейков. Ну, помним же ситуацию с RT, когда за недостаточно сбалансированную позицию RT выносятся серьезные предупреждения вплоть до угроз ликвидации этого ресурса за границей. Или немецкое право. Я, кстати, выступаю за это, но постепенно, последовательно. Допустим, согласно немецкому законодательству, и этим, кстати, делились наши коллеги, когда я был в Берлине, в Германии, на заседании Европейского вещательного союза, наши немецкие коллеги говорили о том, что по немецкому законодательству в любом публичном пространстве, будь то Facebook, Instagram, людей призывают к сдержанности и корректности. И по немецкому законодательству, если то, что ты говоришь в адрес того или иного человека, юридического или физического лица, даже является правдой, но выражено в оскорбительной, обидной форме, за это уже можно привлечь к ответственности, наложить огромные штрафы. И там, по-моему, есть даже тюремное заключение до года. Мы прыгадваем, і нават, по-моему, сёння кіраўнік Савета бяспекі Раўкоў прыгадаў 6 выпадкаў такого спроб арганізацыі Майдана ў Беларусі. Заўсёды вот неяк так сталася, што падчас усіх сур'ёзных электаральных кампаній нейкія такія сітуацыі здараюцца. І таму першае пытанне. Вось на мінулым тыдні тэма затрымання расійскіх баевікоў з Вагнера стала такой самай папулярнай. У мяне было 3 эфіра. Падчас першага эксперты сцвярджалі, што гэтыя баевікі былі ў Беларусі транзітам і тут ніякіх інтарэсаў не мелі. Падчас другога эксперты сцвярджалі, што яны прыехалі спецыяльна для того, каб тут дэстабілізаваць сітуацыю. Падчас трэцяга Кірыл Коктыш, дацэнт паліталогіі МГИМО, сцвярджаў, што гэта так вось іх скарысталі паліттэхнолагі штаба вядомага кандыдата. І што, маўляў, гэта яшчэ вас. Вы якой версіі прытрымліваецеся?
Як да палітычнага аналітыка зараз пытанне, як не як даверанай асобы. Я, кстати, все эти версии слышал и внимательно анализировал. Наверное, в этом и особенность нас, политических обозревателей, в том, что мы обозреваем все возможные версии и не спешим со своей собственной. Я, допустим, консультировался и звонил, и общался со своими российскими коллегами, журналистами, в том числе политическими обозревателями. Мне подкинули еще несколько версий, но одна из таких, которая запомнилась, что таким образом часть сил в Российской Федерации пытается подстраховаться на белорусском направлении. Мол, если вдруг белорусские силовики не справятся с возможной попыткой там оранжевого сценария и переворота неконституционного в Беларуси, то, мол, будут подготовленные люди, которые готовы подставить плечо. Но мне, честно говоря, такой вариант кажется совсем уж абсурдным. Во-первых, потому что белорусские силовики справятся, и они это демонстрировали не раз. И нет у меня версий, вариантов не доверять их позиции, их приверженности именно законному, легальному, процедурному праву и ходу избирательной кампании в Республике Беларусь. Во-вторых, если бы это была попытка подставить плечо, то, и здесь я абсолютно согласен с президентом, было бы какое-то извещение, какое-то обоснование приезда в Беларусь, и главное даже не столько приезда. Тут отдельные аналитики говорят, что Беларусь использует как транзитную страну в условиях эпидемии коронавируса для переброски охранников, чоповцев, ЧВКшников в другие страны. Но извещать о таком, это хотя бы этично, это хотя бы профессионально. Работа спецслужб в этом смысле, работа силовых органов, на мой взгляд, должна быть поставлена совсем уж прозрачно, откровенно и честно. И не надо прятать то, что нельзя спрятать в Республике Беларусь. Все же понимают, что такое количество тренированных ребят невозможно спрятать в Беларуси, тем более в санатории, тем более, когда ребята ходят строем даже покушать. Сегодня, кстати, был интересный комментарий Захара Прилепина. Я, к сожалению, когда ехал сюда на интервью, прочитал только заголовок о том, что Захар говорит, что те 170 ребят, которые также находились в Беларуси, уже убыли в разных направлениях, разъехались. Мол, не ищите их. То есть они таки были, они таки задерживались в Беларуси. И да, у меня происходят жаркие споры со своими российскими коллегами о том, насколько это было оправдано, является ли это провокацией. Я уверен, что это является провокацией. Единственное, что у меня нет достаточно данных для того, чтобы вот так вот смело утверждать, с чьей стороны была эта провокация. Хотя вот так интересантов действительно много. Тех, кто выиграет от такой провокации. Те, кто проигрывают от этой провокации, это в первую очередь те белорусские граждане, те российские граждане, те белорусские, российские политические элиты, которые ориентируются на нормальные взаимоотношения с Российской Федерацией, на союзные отношения, на партнерские отношения. В общем, на честные, прозрачные отношения с Российской Федерацией. Вот эти силы, а к этим силам я отношу и себя, и главу государства, который не раз акцентировал, что союзные отношения с Россией – это наш приоритет, и мы от этого не отказываемся. Весь вопрос лишь в том, чтобы они, с одной стороны, соответствовали белорусским национальным интересам, а с другой стороны, учитывали и наши экономические интересы, и были равноправными. Поэтому, да, это провокация, и я очень надеюсь, что российские и белорусские силовики и спецслужбы найдут интересанта и бенефициара этих провокаций. Я уверен, так и будет. До речі, сёння быў каментарый Дмитрия Медведева. Я процитую на мове оригинала. Вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата, а дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем, неважно. Разберемся с этими русскими, придумаем что-нибудь. И это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально, и последствия этого будут печальные. Каких наступствов вы чакаете? Закрытая или полузакрытая граница с Российской Федерацией – это первое очевидное, что уже мы наблюдаем. И 5-километровую очередь на границе, и введение с российской стороны специальных, не знаю, кстати, не успел проверить, может быть, вы меня поправите, фейк это или не фейк, там появились и фотографии каких-то маленьких спецпропусков, которые выдаются с российской стороны на границе.
Ну, это да, это печально. Хотя на этот период, может быть, даже это и плюс. Это значит, что никакие эмоционально заряженные граждане, которые хотели бы вмешаться в белорусские выборы, по крайней мере, со стороны Российской Федерации, к нам не прибудут. Тут же много странностей. С одной стороны, Российская Федерация не открывает границ, в том числе для нашего экспорта, а это один из главных вопросов, который сейчас интересует большинство белорусских предприятий. С другой стороны, так легко и свободно крепкие ребята приезжают в Беларусь для того, чтобы дальше транзитом отправиться. Нелогично в этом. Я помогал нескольким своим коллегам, журналистам, приехать в Беларусь, в том числе Максиму Шевченко, никогда не скрывал этого, и знаю, с какими трудностями сталкиваются даже переболевшие российские граждане, у которых на руках справка об антителах, которые едут в Беларусь в том числе долечиваться. Каких трудов стоит им перебраться через границу? А тут вдруг такой свободный трафик. Это вызывает, конечно, вопрос. Я надеюсь, что никаких более значительных последствий в отношениях Беларуси и России не будет, потому что это наш союзник, это наш экономический стратегический партнер. У меня огромное количество друзей в Российской Федерации, и было бы очень обидно, здесь я согласен с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, было бы очень обидно потерять весь тот наработанный комплекс взаимных преимуществ, преференций, бонусов, в том числе для экономик Беларуси и России, который был наработан за такое время. Дарэчы, вось пра дзіўнасці скептыкі, якія вот ставяцца да гэтай сітуацыі так вельмі скептычна, яны кажуць, што калі такая сітуацыя, калі сапраўды баевікі, якія прыехалі сюды, каб нешта натварыць крывавае, не крывавае у нас падчас выбараў, то чаму 170 яны где-то осталіся, где-то бегаюць по краіне. Ну, если верить Захару, то уже уехали. Ну, на той момант, скажем, там яшчэ там 2-3 дні таму яшчэ где-то бегалі. І ў гэты час мы не бачым перакрытых дарог, мы не бачым спецаперацый, мы не бачым перакрытай з нашага боку мяжы з Расіяй, каб не даць ім выскальзнуць, ці каб не даць прыйсці новым, якія рыхтуюцца там дзесьці каля мяжы двум групам, про якія гаварыў Александр Рыгорович. Чаму такое? Вот вас такое не здзіўляе? Да нет, с учетом того, как были задержаны эти ребята и как сработала наша система цифровая безопасности, все кадры, которые мы увидели изначально и в IBB-центре, и в других, это же элемент, ну, так сейчас модно говорить, большого брата. В Беларуси тоже есть свой большой брат, камеры слежения. Поэтому не нужно там задействовать десятки, сотни силовиков и напрягать и будоражить общественное настроение для того, чтобы выявить подозрительных лиц. Это работает. Это работает. Система безопасности. Да, у нас меньше камер, меньше, наверное, я надеюсь, я никаких государственных тайн сейчас не выдаю, но потому что приходилось как корреспонденту снимать сюжеты об этой довольно закрытой теме. Но у нас менее, скажем, разветвленная сеть и программное обеспечение, и железо по распознаванию лиц, чем в том же Лондоне там, или Тайване, или в других крупных мегаполисах. Но они есть, они работают. Да и силовики наши показывают эффективность. Я не думаю, что тут нужно устраивать показательные выступления для того, чтобы задержать тех или иных лиц в Республике Беларусь. Они крайне редко, даже когда задерживают там серьезных криминальных авторитетов, причем с оружием в руках, эти-то были безоружны, и то не устраивается никаких там показательных маски-шоу, и мы об этом узнаем после того, как соответствующая группа, там группа А или КГБ или другие, публикуют это видео. Так, ну, а наконт таго, ці выдалі вы якія-небудзь дзяржаўныя сакрэты, праверым пасля эфіру, паглядзім. Пасля эфіру на Еўрарадыё давераную асобу Александра Лукашенко затрымала група Альфа. Добра, на заканчэнне гэтай вот тэмы, я чаму ўсё ж таки казаў, што ёсць шмат скептыкаў. Ведаеце, вот прыказку эту ці казку, якую казалі пра хлопчыка, які крычаў волкі. У нас же таксама вельмі часта, мы вот і зараз нашы каментатары прыгадваюць гісторыю з белым легіёнам, гісторыю з джипам, які прарываўся праз беларуска-украінскую мяжу, якая вот неяк так дзіўным чынам затухла і судовага далей наступстваў не мела, і белы легіён, які ўсіх там ціхонька вызвалілі, і на гэтым все скончылася. І таму вот людзі кажуць, тая ж самая сітуацыя.
Вот як вы, дарэчы, ставіцеся да вот гэтай сітуацыі, когда стока было, ну скажем так, таких вельмі сур'ёзных матэрыялаў, скажем, на тым же самым тэлебачанні, там белый рэгіён чорных душ прыгадаем, а потым аказалася, што ўсё вот это как-то вот зусім не так. Ну, можно вспомнить не только эти два случая, которые вы назвали, но можно вспомнить десятки, сотни и тысячи случаев, когда в Беларуси можно просто поднять статистику, допустим, Интерпола. Если уж есть недоверие к белорусским силовикам, поднимите статистику Интерпола, посмотрите, сколько граждан, они по базе Интерпола проходят как красный уголок, red notice такой. То есть это особо разыскиваемые граждане в рамках Европола или Интерпола, то есть в европейском или международном масштабе. Посмотрите, сколько таких граждан было задержано в Беларуси. Посмотрите, сколько тонн наркотиков, в том числе самых опасных синтетических, задерживается ежемесячно в Беларуси. Сколько единиц оружия изымается, в том числе на белорусско-украинской границе. Есть видеофакты, свидетельства и так далее. Ситуация на самом деле непростая. У нас действительно рядом воюющее государство Украина. У нас открытая граница с Российской Федерацией. Через Беларусь пытаются организовать незаконный трафик всего, чего только возможно. Поэтому, упомянув о двух случаях, я думаю, было бы логично упомянуть о десятках и тысячах случаев, когда наши правоохранители и наша пресса действительно показывают серьезные международные, в том числе спецоперации, которые приносят эффект. Можно вспомнить и ряд политических акций, допустим, группу Сергея Линевича, которые, анархистов я имею в виду, которые бросали коктейли Молотова в жилые дома. Ну, точнее, да, там на первом этаже располагался банк, но это была ночь, и это был жилой дом. Мы прекрасно знаем, что может быть в случае возгорания жилого дома многоквартирного ночью. Там были атаки у них на российское посольство, в частности. Мы прекрасно знаем ту литературу, которую сюда привозят, в том числе из Греции, из Италии. Я с Игорем Оленевичем тогда общался и брал интервью в тюрьме. И достаточно любопытные у него взгляды были. Достаточно радикальные. Даже не достаточно, а просто радикальные взгляды. Поэтому очень много людей, а тем более сейчас, когда нас еще не до конца отпустил этот психоз, связанный с реальной пандемией коронавируса. Вот, когда... Такое вот слово уживаете не вельми бяспечное. Почему? Я сам... Вы еще вот с майкой психоз, вот выйдете и поглядите, что... Ничего страшного не будет. Важна коннотация в любом вопросе. А здесь коннотация простая. С начала пандемии, реальной, подчеркну, пандемии коронавируса, во всем мире фиксируется повышенная эмоциональность и влияние на сознание. У меня мои родственники в Бремени пострадали в Берлине после того, как разогнали мирную акцию противников жестких мер карантина. Поэтому и друзья там пострадали. Мирная акция, но она набрала определенное количество участников, и немецкая полиция посчитала это опасным для столицы Германии. И был применен классический полицейский протокол. Я здесь никак не обвиняю немецких силовиков. Это обычный, повторюсь, полицейский протокол действий в таких ситуациях. Поэтому это эмоциональная вещь. И мы понимаем, что эмоционально людей накачали. В Беларуси таких фактов много. Я могу озвучить один факт. Если люди хотят, пускай проверят. Есть такой господин Мунякин, и у него канал есть такой, «Социальная безопасность», если не ошибаюсь, называется, YouTube-канал. Там 24 тысячи подписчиков было. Я надеюсь, он уже задержан. Так вот, он активно призывал расправляться, расстреливать сотрудников милиции белорусской, расправляться с их семьями. Причем описывал это в деталях. Какими гранатами, какими снайперами, какими силами и средствами, и где организовывать провокации с использованием оружия. Я не уверен, что среди 24 тысяч его подписчиков, его канала... кстати, социальная безопасность. Активно сейчас ребята с этого движения активно ходят по пресс-конференциям альтернативных кандидатов. Я несколько раз встречал в том числе вопросы от них, заданные в прямых стримах и трансляциях. Естественно, вся эта информация, я как только увидел откровенные призывы, тоже передал в МВД. У нас, слава богу, существует
Комитет защиты журналистов, который мы создали по рекомендации Орлена Дезира, это спецпредставитель ОБСЕ по свободе слова. Мы создали комитет по защите журналистов, потому что этот же господин Мунякин призывал расправляться и с журналистами в стримах своих, в том числе физически ликвидировать журналистов. Я, естественно, всю эту информацию передал в МВД, надеюсь, среагируют. Но сейчас по той информации, которая есть у меня и поступает от людей, которые пострадали от его действий, а он до того, как стать политическим, организовал финансовую пирамиду и просто самым таким постыдным образом выманивал у людей деньги. Украл эти деньги и сбежал. Так вот, по информации этих пострадавших, он сейчас находится в Российской Федерации. У меня большой вопрос к российским правоохранителям, почему он до сих пор не задержан. Я уверен, что запрос на него уже пошел. До речі, коли вернулися до теми журналістики, ось задають питання. Чому державна журналістика обслуговує уладу, хоча мусить працювати в інтересах держави, а держава і улада не одно і те ж? Ну, если власть избрана народом, то одно и то же. То есть это единство. Есть единство власти и государства. Это неразделимо. Это не одно и то же, но единство такое есть. Что касается госсми, я за все госсми не отвечаю, но могу ручаться за то, что государственная либо прогосударственная позиция для нас приоритет. Это правда. До выборов, нарешті, перейдем. Ольга Новицкая пытается: калі ласка, прокомментуйте парушэнне працы выбарчых участкаў, несупадзенне падліку независимых назіральнікаў і протоколаў комиссий, недопуск назіральнікаў на участки. Ну, я думаю, вы читали, и зараз вот это... Я читал в телеграм-канале, я правда так, ну вот сегодняшняя, по-моему, новость, с утра сегодня я ее читал, и там было прикреплено видео о том, как один из так называемых независимых наблюдателей начал скандалить, а потом еще и угрожать другим наблюдателям. Это, естественно, нарушение избирательного законодательства, и, естественно, его нужно было убрать с участка и подвергнуть другим административным правовым процедурам. Это факт. Поэтому в каждом конкретном случае обобщение – плохая вещь. Я стараюсь это не использовать. Поэтому в каждом конкретном случае правоохранителям, избирательным комиссиям нужно разбираться. Ну, безумоўна, я згодны, тому что знойдуцца з любога боку заўсёды людзі, якія там вырашаць альбо стварыць канфлікт, альбо там не стрымаюць эмоцыі, альбо што-небудзь яшчэ. Але тым не менш, вот сапраўды вельмі шмат назіральнікаў, якія ціхонька сядзелі на прыступках там школы, дзе размешчаны участак, таму што іх не пусцілі на участак, лічылі ўсіх, хто заходзіў, хто выходзіў, і вельмі шмат вот было у чатах канкрэтных звестак про тое, што я налічыла налічыў 20, 30, 50 чалавек, а по выніку у протоколе были записаны 150, 300 чалавек. Вельмі часто такие несупадзенні. Вот вы доверяете им, не доверяете, что может такое быть? И такой вопрос на встречах мне, кстати, организованных. Я, кстати, хотел поблагодарить сразу все независимые медиа, которые проанонсировали мою встречу с избирателями в одной из белорусских школ, потому что пришли люди заряженные, и хотя они читали свои вопросы в основном с телефонов, то есть сами их в основном не формулировали, но тем не менее вот широкий резонанс получила эта встреча. Такой вопрос задавался, я на него откровенно и честно ответил. И, кстати, мой ответ поддерживает абсолютное большинство белорусов. Я доверяю белорусским преподавателям и врачам, которые организуют, собственно, эти выборы, входят в состав избирательных комиссий, очень часто являются и наблюдателями при подсчете голосов. Я доверяю тем общественным организациям, у которых есть политические цели или нет политических целей, которые участвуют в наблюдении. Они массовые, они авторитетные. Вообще, это, наверное, одна из главных ошибок альтернативных штабов, что они начали кампанию дискредитации и травли белорусских преподавателей. Просто им надо было действительно приехать, которые состоят в избирательных комиссиях участковых. Им просто надо было приехать в какие-нибудь небольшие, да и большие тоже, районные городские центры и посмотреть, как люди относятся к этим преподавателям и врачам. Ведь все люди понимают, что эти специалисты работают не за деньги. Эти специалисты действительно в самом позитивном смысле фанатики своего дела и своей профессии. И если бы просто политтехнологи, которые занимаются вот этой темой, просто пообщались с людьми вот в небольшом даже райцентре, как это в этом райцентре относятся к преподавателю.
они бы поняли, что это абсолютно провальная тактика, пытаться дискредитировать, давить или тем более угрожать этим специалистам. Это просто абсолютный провал. Это отрезает огромную часть избирателей от альтернативных штабов. Я просто с этим столкнулся. Мне люди говорят, что если вот такая кампания дискредитации, травли будет преподавателей именно, а это 60 тысяч, и врачей будет продолжено, то просто, ну, я не знаю, с какими избирателями останутся альтернативные кандидаты. Уявім сабе сітуацыю, што пераважная большасць, скажем, сябраў выбарчых камісій, ну вот прыйшлі з белымі стужкамі і вырашылі там вот нейкім чынам лічыць галасы, можа правільна, можа там неправільна, там неважно. Вот, ну, скажем так, што вы вот як давераная асоба кандыдата Лукашэнкі лічыце, што мне бы варта было б праверыць, як яны лічаць гэтыя галасы, ці правільна яны падлічылі ўсе бюлетэні. Ну вот чыста праверыць для сябе, як давераная асоба. Але на сёння, калі вот паглядзець, такой магчымасці не мае ніхто. Нават, я думаю, вы вот, калі б прыйшлі і не назваліся, там, что доверенная особа Лукашенко менавіта, и вам бы не дали. Почему? Я как журналист несколько раз работал во время подсчета голосов. Я это снимал и показывал в прямом эфире в том числе. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что это все происходит публично, и у меня нет оснований, еще раз повторю, не доверять нашим врачам и нашим педагогам. Добра. А если, ну, с белыми, с голубыми, с какими угодно? Это же вопрос вкуса. Добра, прымем гэта як факт. Тым не менш, я думаю, што для вас таксама не сакрэт, што шмат вельмі размоў пра тое, што выбары сфальсіфікаваныя, што там неправільна падлічылі і гэтак далей. Дарэчы, вот вы, калі кажам пра рэйтынг Александра Григорьевича, у якія лічбы на сёння верыце? Тым, якія даюць аналітычны центр, их социологическая служба. Ну, я, конечно, так само не говорю, что 3% это мем. Это конечно, фейк. Это, ну, фейк, мем, там, ну, как бы... Ну да, согласен. Да, але вот, на ваш погляд, реальная лічба якая? Ну, я доверяю той социологии, которая проводится на научной основе. И, ну, даже если отстраниться от этого. Хорошо, возьмем, допустим, социологическую службу, которой доверяла, а может быть, доверяет и сейчас, значительная часть ну, альтернативных, оппозиционных, в том числе партий и политиков. Не сыпи. Не было ни одних выборов, где бы НИСП дала Александру Лукашенко меньше 50%. И победы в первом туре. Ни одних. Ну да, мы говорим про попередние выборы, я говорю про вот сегодняшние. Поэтому, ну а почему мне? Ну, прошлые выборы возьмите, 2015 года, я про это тоже говорил. Мой хороший знакомый, с которым я сделал, наверное, десяток интервью, глава, ну, он раньше работал в институте Абердина шотландском, один из старейших, кстати, университетов Абердин, Кристиан Херпфер. А сейчас он возглавляет Всемирную ассоциацию исследования ценностей. Он один из самых авторитетнейших социологов мира. Штаб-квартира его ассоциации находится в Нью-Йорке. Он организовывал в том числе экзит-полы на предыдущих выборах. И цифра, которую давал Евробарометр, и его этот... Нет, не Евробарометр он назывался. В общем, цифра экзит-пулов, которую давал Кристиан Херпфер, примерно там на 2 или на 3%, в общем, в пределах погрешности совпала с результатами выборов. О чем можно говорить? Ну, таким чином спыняемся на лічбе, ну, где-то 76. Ну, я не знаю, просто я последнюю социологию не видел. Я видел социологию 70, по-моему, 2 давал ЭКОМ по заказу ОНТ, и, по-моему, еще БКМО делает опрос, но я там точно цифру не помню. Добро, 72, 76, 70 – это все одно такая рашучая перамога. Адразу ў першым туры. Да. Ну, вот, глядзіце, да прыкладу, калі б я вот быў перакананы на 100%, што ў мяне вот ёсць это 70%, а тут гучаць галасы, у вас там фальсификации, вы тут неправильно лічыце, я б сказаў, хорошо, давайте, як трэба зрабіць, як вы хочаце, падлік галасоў паказваць усе бюлетэні? Калі ласка, я перакананы ў сваёй перамозе, чаго мне баяцца? Хочаце, каб назіральнікі былі? Хай будуць, хай хоць дачуюць там, каля гэтых урнаў, сцерагуць іх. Калі ласка, чаму так не зрабіць? Ну, вот потому что выборы – это такая же законодательная и правовая процедура, как все остальные. И выборы проходят по действующему законодательству Республики Беларусь. Поэтому уверенный в победе, конечно, будет проводить их по закону.
а не так, как хотят те или иные участники политического процесса. Что здесь странного? Вообще, для меня, честно говоря, удивительно, что отдельные люди призывают там использовать цифровое голосование, голосование по интернету или голосование почтой. Посмотрите, в Польше голосование почтой, какие сейчас вопросы вызывают, до Верховного суда дошли. Или в Штатах, или в Австрии. Кстати, ситуация, которую я обсуждал со своими австрийскими коллегами 2 или 3 года назад, там случился огромный конфуз с голосованием по почте, они от этого отказались. И там легитимность выборов была из-за вот этого голосования по почте. Или возьмем Российскую Федерацию. Поставили везде камеры, поставили везде ну не везде, но в значительной части автоматы, которые принимают избирательные бюллетени. И что, провокаций стало меньше? Да их стало больше. Все же помнят ролики, отснятые в специальных студиях, где просто подавалась эмоционально, опять же, накачивалась та часть общества, которая проиграла выборы. То есть показать картинку в наш медийный век, увы, и вы, наверное, как журналист это знаете не хуже меня, можно любую. То есть любой фейк, любую провокацию медийно можно отснять, сделать, показать и убедить людей, ну не всех, но значительную часть, что процедура была нарушена. И так в Соединенных Штатах Америки возьмите. Ну, то есть все страны, которые сталкиваются с таким принципиальным политическим противостоянием, оно в Беларуси есть, всегда действуют по закону, а не по пожеланиям. Иначе будет как в Украине, там в нарушении Конституции какой-нибудь третий тур придумают, как это было в 2004-2005 году, или еще что-нибудь. Не хотелось бы нарушать процедуру. То есть процедура, есть закон, есть Конституция. Когда выборы проходят по закону и Конституции, это правильно. Ну магчыма, але вот чамусьці не ўсе законы неяк так выконваюцца ці выконваюцца так, як можа быць больш падабаецца некаму. Вот глядзіце, у тыя ж самыя участковыя камісіі ці тэрытарыяльныя камісіі у прынцыпе прапісана у выбарчым заканадаўстве, каб былі прадстаўнікі палітычных партый. Нема ад апазіцыйных палітычных партый, на што яны скардзяцца заўсёды, нема іх прадстаўнікоў, не ўключаюць пастаянна. Ёсць, скажем, тыя ж самыя праваабаронцы і іншых людзей я сустракаў, якія выдатна ведаюць выбарчае заканадаўства, могуць цытаваць артыкулы, іх не включаюць у склад камісій, таму што ну вот у іх няма вопыту працы ў камісіі. Ну выбачайце, людзі, якія зараз працуюць у камісіях, таксама некалі туды прыйшлі без опыта, а некаторыя і да сёння нават не ведаюць выбарчага заканадаўства. Я сам з гэтым як журналіст сутыкаўся, калі тэлефануеш, пытаешся, а яны не ведаюць, што адказаць. Як вот гэта вот ўсё ж таки, наколькі яно адпавядае? Насколько я знаю, представители политических партий включены в составы и УИКов, и комиссий более высокого уровня. Просто, если так посмотреть даже ретроспективно на прошлые выборы, а какое количество наблюдателей и членов участковых избирательных комиссий подавали раньше оппозиционные партии? Ну, вы отслеживали? Это обычно 3-4%. Потому что, ну, таких вот действительно подготовленных, юридически грамотных членов оппозиционных политических партий не так много, и чаще всего они являются не наблюдателями или членами избиркомов, а чаще всего это политики, которые идут избираться, которые реализуют свое право быть избранными. Поэтому вот просто ретроспективно посмотрите все предыдущие кампании, которые проходили в Республике Беларусь, и нынешние, кстати, не исключение. У меня сейчас общаюсь, ну, поскольку провожу встречи, в том числе на территории избирательных участков, ну, вот в школах, встречи. Это же, по сути, территория избирательных участков. Общаюсь с председателями этих участковых избирательных комиссий, с их там, со сотрудниками, и они говорят, ну, не приходили к нам люди, не выступали ни с каким желанием четким и понятным считать голоса. Возможно, ну, я понимаю, что это не все комиссии. В отдельной комиссии, может быть, там выстраивалась очередь. Ну,
Ну да, тогда включается, если выстраивается очередь, и в любом случае включается логика. Человек, который показал себя опытным, профессиональным человеком в организации такой сложной процедуры, это сложная процедура, то есть избирательный процесс достаточно сложная процедура. Конечно, отдается предпочтение тем, кто имеет опыт, но это логично. Так есть не только в избирательном процессе, так есть в любом сложном процессе, в том числе управленческом. Таксама ёсць скаргі, даўно гучалі на тое, што вельмі мала месцаў выдзелена мясцовымі ўладамі для правядзення мітынгаў і пікетаў. Плюс да таго, калі яны там мала, то плюс яшчэ там на ўскрайку горада ці там выгулы сабак. Там... В Беларуси, то есть в Минске 6 площадок, да. Время от времени занимается только одна. Да. Я зараз да іншага. Но выдзелі. Уже змірыліся з тым, што вот хай сабе гэтыя пляцоўкі будзем праводзіць на іх. І тут на табе сітуацыя. Вот возьмем заўтрашні канцэрт. Пляцоўка выдзеленая пад правядзенне агітацыйных мітынгаў. Бангалор, парк дружбы народаў. Нечакана яго займаюць пад іншыя мерапрыемствы, прычым цягам усяго гэтага агітацыйнага тыдня па вечарах. Мы бачым і паездкі таго ж самага альтэрнатыўнага штаба па рэгіёнах, дзе яны прыязджаюць у горад і на пляцоўку, якую выдзелілі пад правядзенне мітынга, раптам, вот як пішуць там мясцовыя жыхары, 20 гадоў там нічога не трэба было добраўпарадкаваць, а раптам тут вырашылі плітку там укладаць. Вот як вы вот до гэтага паставіцеся? Ну, подчеркну еще раз. Кстати, я хотел бы передать привет ресурсу «Наша Нива» и поздравить их с фейком. Они написали, что штаб Светланы Тихановской был первый, кто зарезервировал эти площадки. Так вот, это откровенный фейк. Ручаюсь, что штаб Светланы был не первым, а штаб действующего президента был первым, потому что я участвовал в этом процессе. Если хотите, могу приоткрыть тайну. Все кандидаты, включая альтернативных, зарезервировали, или подали заявление на резервирование этих площадок на все время, все 6 площадок, на все дни разрешенной агитации. И штаб Светланы был не первым. Вторым, насколько я помню, по-моему, это просто можно обратиться в избирательную комиссию столичную, и там скажут по времени, по входящему номеру, какие штабы были первыми. І штаб Александра Лукашенки таксама зарэзерваваў парк дружбы народаў на все время. Чакайце, так атрымліваецца, што чыгуначныя войскі і будуць замінаць заўтра праводзіць сустрэчу с выборщиками Александра Лукашенко? Нет, они будут отмечать свой профессиональный праздник. Кстати, у меня отец железнодорожник, военный железнодорожник. Я его, так пользуюсь вашим эфиром, тоже поздравляю. Поэтому да. Далучаюся да віншаванняў, тым не менш, ўсё ж таки, калі гэтая пляцоўка выдзеленая менавіта для... Есть еще 5 других. Да, вот ёсць. Чаму яны не пайшлі на іншае месца? С агітацыяй это... Возможно, им так удобнее. С агітацыяй это с мітынгам, будь то альтэрнатыўны штаб, ці, скажем, штаб Александра Лукашенки не можа пайсці на іншую пляцоўку. Почему? 5 еще площадок в Минске, куда могут пойти и организовать там концерты либо агитационные мероприятия абсолютно по закону. Так вы же кажете, что они так само вообще занятые уже? Нет, они зарезервированы. То есть совет, вернее, наша столичная избирательная комиссия просто будет смотреть, если на одну и ту же площадку поданы от разных кандидатов заявки на проведение агитационных мероприятий, просто будет выбирать тот, кто подал либо первым, либо имеет реальные намерения провести там агитационное мероприятие. Если там ни Андрей Дмитриев, ни Анна Конопадская не будет использовать завтра оставшиеся 5 площадок, почему бы штабу не рассмотреть другую? Добра, што вы параіце, скажем, альтэрнатыўнаму штабу, які ўжо паўсюль раскідаў свае вот баннеры, што заўтра мітынг у парку дружбы народаў, што ім рабіць? Не торопиться. Ну, ўжо ёсць. Вот раскиданные баннеры. С теми медийными ресурсами, которые работают на них, я думаю, что им не составит труда пригласить своих сторонников на другую площадку. Под них сейчас мы, кстати, эту работу проводим. Я тоже коллегам хочу об этом сказать из так называемой независимой прессы. Мы проводим сейчас мониторинг, как и какие ресурсы и чью позицию представляют. То есть у нас полностью проводится, Союзом журналистов проводится медиаметрия. Мы опубликуем ее, скорее всего,
всего, где-то, наверное, или в пятницу, или в субботу, и передадим и в ОБСЕ, в общем, везде, чтобы оценить, насколько корректно, взвешенно, транспарентно и с одинаковой процентовкой позиций того или иного кандидата действовали наши медиа. А потом уже на основании этих исследований будем принимать другие решения. Адчуваю ў гэтых словах пагрозу. Нет, никакой угрозы. Просто, наши коллеги, в том числе из Белорусской ассоциации журналистов, из стран Европейского Союза, любят использовать медиаметрию для того, чтобы оценить непредвзятость того или иного медиа. Мы просто решили позаимствовать их методологию и провести свою медиаметрию. Добра, вот глядзіце, возьмем конкретно Еўрарадыё, як вы там сказали, нібыта незалежныя СМІ. У нас вось як прадстаўнікі, як Ціхановская сядзела вось на вашым месцы, як Дмітрыеў, так і вы, прадстаўнік Александра Лукашэнкі, сядзіце тут. На вашым канале інтэрв'ю з кімсьці з кандыдатаў іншых, там альтэрнатыўныя, апозіцыйныя, там ці проста кандыдаты, былі вот наколькі ім час... Конечно, были выступления и дебаты, на которые... Па-за выделенными, можно сказать, примусово Центр выборкамам часу. Почему примусово? Это законодательная возможность и гарантия, зарезервированная за каждым альтернативным кандидатом. И это время выделялось, и, судя и по предыдущим кампаниям, все было ровно так. Если люди не используют это время, какие претензии тогда к Белтерадиокомпании? Если они не используют даже выделенное время, понимаете, их приглашают на дебаты. Дебаты — это самое, вы как журналист знаете, что это самая смотрибельная программа в сетке, когда идут дебаты во время политической кампании. Люди не используют дебаты, не приходит время, а потом выставляют Белтерадиокомпании, что они не участвуют в каких-то других программах. Так вы используете то, что есть. Вы используете то, что есть. Почему вы это не использовали? Но это же абсурд. Говорить о том, что Белтерадиокомпания там или какие-то другие государственные СМИ не дают возможности и площадки выступить, при этом не используют те возможности, которые гарантированы законом. Это же абсурд. У любым выпадку, да, тут я згодны, конечно, трэба выкарыстоўваць все магчымасці с аднаго боку, з другого боку, но ёсць же вот там, скажем, палітычная редакция, там, якую вы узначальваеце, няўжо я не возглавляю никакой политической редакции. Добра, я сейчас в отпуске. Да. Я не могу влиять на независимую редакционную политику, в том числе родной мне и близкой Белтерадиокомпании. Это редакционная политика. Какие-то медиа считают невозможным, допустим, опубликовать без фейков и той самой пропаганды, с которой мы начали, интервью действующего главы государства. Или осветить без фейков его вчерашнее послание народу и парламенту. Такая редакционная политика. Не ведаю, у мяне такое адчуванне, што незалежныя СМІ ці типа незалежныя СМІ больш даюць інфармацыю, асабліва калі Лукашенко выступае з якой-нибудь вот як пасланнем, напрыклад, пастаянна даюць цытаты, вытрымкі і інфармацыі, нават чым дзяржаўныя СМІ. Нет, это неправда. И дипфейки всем знакомы, как подается, в какой коннотации, и фейковая информация откровенно. И я же говорю, давайте дождемся медиаметрии. Там все будет понятно, просто и наглядно. Добра, давайте. Перш чым я тут працытую, ці, скажем так, скампаную ў адно шмат вельмі просьб удакладніць у вас одно пытанне, я хочу просто так вот для сябе вызначыцца. Я вот так смело з вами сяжу побач. А вы-то, як чалавек, мало того, что с пула прэзідэнцкага, мало того, что доверенная особа, вельмі часто контактовали с Александром Григорьевичем. А может, вы хворы на ковид? Нет, я переболел еще в феврале, пообщавшись со своими коллегами из Всекитайской ассоциации журналистов. Вот так вот? Да. 3 недели у меня в достаточно тяжелой форме, поскольку я курильщик. Это мой недостаток. У меня действительно 3 недели были серьезные проблемы со здоровьем. Средняя неделя, когда я болел, терялось и обоняние. Почему я понял? Я не делал тестов. Я жду, когда в моей ближайшей поликлинике на Чижовке будет организован забор этих тестов. И сделаю, наверное. Хотя обоняние пропадало, температура скакала. То есть основная симптоматика, которую описывали и белорусские врачи, и немецкие, и российские, у меня была. Жена
прошла этот же период, мы вместе с ней проходили этот период, она на самоизоляции, а у нее практически бессимптомно, может быть, 2 дня легкое недомогание. Так, а Александр Егорович сапраўды перахварэў, ці это быў такі, ну, скажем так, пиар, ход, ну, каб притягнуть до себе увагу? Нет, наша власть не занимается пиаром, и пиарщиков у нее нет. Поэтому, да, переболел. Таму вось пытанне, шмат хто как бы заподозрыў дрэнны стан здароўя Александра Егоровича, паглядзеўшы учорашнюю трансляцию. Если верить телеграм-каналам и всем прочим, то уже действующего президента хоронили десяток раз и говорили о том, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Это фейк. Вчера я был лично на послании, президент в отличной форме, спортивной и физической. Дай бог всем политикам такую хорошую форму. Слухайте, ну 1,5 гадзіны гэта для яго как-то вот, ну, аж подозрение выкликае, что так коротко это все прошло. Эмоционально, ярко, заряжено, с фактами, с аргументами, с позицией. А что там надо было еще? А отказы на пытанні? Зачем? Главный ответ на главный вопрос даст белорусский народ 9 числа. Таким чынам, все добра. Конечно. Як сказала Наталья Миколаевна, не спадзявайцеся, да? Это точно. Пытанне от Александра Меленкевича. От самого? Да. Лукашенко, магчыма, быў бы іншым чалавекам, калі б ён думаў, што пра яго прачытаюць праўнукі, праўнучкі ў падручніках. Я знаю, што пра него прачытаюць. Запытайцеся у вашага госця, а ён сёння думае пра гэта, тое, што пра яго прачытаюць у нейкіх кнігах яго праўнукі? А с чего бы это вдруг господин Меленкевич задумался о мемуарах? У него там все хорошо со здоровьем? Вы спросите. Да, это раз. Второе, я уже сейчас могу сказать, что прочитают в учебниках истории про Александра Лукашенко. Это первый президент, первый по-настоящему суверенной белорусской державы, белорусского государства. Создатель. Если брать сугубо терминологию американскую политологическую терминологию, это отец-основатель белорусского суверенного государства. И термин «батька» здесь как раз подходит. Я, кстати, с американскими экспертами на эту тему разговаривал, политологами, известными, с докторскими степенями, и это они мне сказали: а почему вы так стыдитесь вот этого батька или как-то избегаете, задавая вопросы? Отец-основатель американского государства, отцы-основатели известны, и это нормальный политологический термин. Зря вы его не используете, сказали они мне. Что касается меня лично, нет, меня это не волнует. Я не ведаю, ці прагучала гэта вот дакладна фраза от Александра Егоровича, ці там это прыпісваюць. Тым не менш, вось шмат хто звярнуў увагу на такое вот, ну как бы, что не будзе гэта, калі сыдзе раптам вось гэта ўлада, скажем, у выніку гэтых выбараў там ці вот яшчэ чаго, ці майдану, якога так вот асцерагаецца Александр Егорович, то не будзе і Беларусі. Вот ваше асабістае меркаванне. Сыходзіць Лукашенко заўтра, і Беларусі все? Нет, Беларусь останется. Беларусь на геополитической карте – это уже реальный факт. У нас выросло целое поколение, которое не видело другой Беларуси, кроме суверенной. Экономически у нас есть, и здесь я всегда спорю с нашими и европейскими, и российскими, и украинскими друзьями, экономически Беларусь состоялась. У нас достаточно отраслей секторов экономики, которые уже гарантируют наш суверенитет, в том числе атомная станция, которая будет скоро запущена. Это тоже одна из гарантий белорусского экономического суверенитета, и не только экономического, но и политического. Поэтому в любом случае, при любом исходе выборов этих, следующих или через 10, через 15 лет, Беларусь как независимое государство состоялась. Есть у очень узкой группы белорусских граждан желание превратить Беларусь, опять же, к американской терминологии, возвращаясь в failed state, проваленное государство. Но это дешевые попытки, они никогда не достигнут результата. Ну, я б крыху з вами, можа быць, на тэму АЭС паспрачаўся ў тым сэнсе, што вот незалежна, ўсё ж такі мы і паліва
атамнае будзем купляць у России і потым адпрацаванае паліва адпраўляць ім і шмат што, то есть залежнасць яна застаецца. Але давайте эту тэму пакінем. У вас сваё меркаванне, у мяне сваё, там хай эксперты разбіраюцца. Я на заканчэнне яшчэ хацеў бы вот зараз пытанне ад Юрася Губарэвіча. Чаму міліцыя адмаўляецца праводзіць праверку па фактах завышэння яўкі, а гэта склад крымінальнага злачынства, артыкул 192 крымінальнага кодекса, і перадае заявы назіральнікаў, якія выявілі такія факты, у тэрытарыяльную выбарчую камісію. ТВК это не орган расследаванняў, калі назіральнік схлусіў, то правядзенне праверкі дазволіць пакараць гэтага хлуса. Калі факт пацвердзіцца, просто перападлікам подпісаў, то прыцягваць да адказнасці трэба старшыню камісіі. Вот ваше меркаванне. У меня нет милицейских погон, я никогда не служил в милиции. Почему этот вопрос ко мне? Я просто господину Губаревичу порекомендую обратиться в МВД за разъяснением, за комментарием, либо в прокуратуру, надзорный орган. То есть все установлено, там разъяснят. У нас самый либеральный в мире, наверное, да, пожалуй, самый либеральный в мире закон об обращениях граждан, которым пользовались в том числе и альтернативные кандидаты. Поэтому я просто советую господину Губаревичу использовать те преимущества, те возможности как гражданина, которые предоставляет наш закон об обращениях граждан, и обратиться в компетентные органы. У меня, к сожалению, моего юридического образования не хватит для того, чтобы вот так с коленки, не разбираясь в ситуации глубоко, ответить. Если у господина Губаревича есть вопросы, может направить обращение в Белорусский союз журналистов. Если тема касается журналистики, журналистской работы, мы ответим. Мы же никогда не отказываемся. На заканчэнне тэмы выбараў я вот хочу працытаваць вядомага вам Суздальцева, які заявіў, што Ціхановская ўжо перамагла. Мы не дурні, это здалі суздальцаў, мы людзі цынічныя. Аб'ектыўна мы разумеем, што Ціхановская ўжо перамагла. Аб'ектыўна яна прэзідэнт. Усе, хто займаюцца беларускай тэмай, гэта разумеюць. Калі атрымаецца абараніць прэзідэнцтва Ціхановскай, то Расія будзе дапамагаць. Ціхановская ідзе з вельмі зразумелай праграмай прызначыць новыя выбары. Усім зразумела, што гэта ўжо не ўлада 26 гадоў, не жарты, таму Расія да Ціхановскай паставіцца добра, з ёй пойдуць на кантакт і гэтак далей. Тут баяцца нічога не трэба. Так вось пытанне да вас, калі Расія працягне кантактаваць з Ціхановскай, як вот прадказвае Суздальцаў, і раптам не прызнае вынік нашых выбараў, тым больш што нават назіральнікаў адмовіліся сюды накіроўваць. Вот что будет делать Александр Егорович, как вы решите? И что я вас спросил, что будет делать господин Суздальцев. Ну, сидит в Москве и будет сидеть. Сидит в Москве, он избрал себе президента, но пускай в своих телеграм-каналах и прочих пасквилях обсуждает госпожу Светлану Тихановскую, хотя я ей не желаю такой участи. Что касается выборов, то мое личное мнение и как политического обозревателя, как доверенного лица, и как человека, который встречается и каждый день проводит 3, 4, 5 встреч с избирателями, госпожа Тихановская, к сожалению, уже проиграла. Проиграла электорат, и, к сожалению, потому что она слишком увлеклась, или ее штаб, скорее, даже не сама Светлана, я к ней отношусь, кстати, с уважением, ее штаб слишком увлекся политтехнологиями, и из-за этих политтехнологий практически не оставил себе электорального поля. Мы с вами до эфира об этом говорили, о том, что такое ядро политтехнологическое штаба превратилось практически в тоталитарную секту, которая не воспринимает никакого другого альтернативного мнения. Об этом можно судить по тому, как штаб разговаривает с другими альтернативными кандидатами, с тем же Дмитриевым, Черечнем, Светланой Конопатской. Об этом можно судить, как они разговаривают с политиками, в том числе с уважаемыми мной Олегом Трусовым или Григорием Костусевым, которые просто задают вопросы, какой поток хамства, оскорблений и угроз сыпется в их адрес, даже в социальных сетях. Поэтому разговоры о том, что можно победить
допустим, унижая преподавателей и врачей, или отбрасывая от себя всех, кто занят в нашем агропромышленном секторе, или отбрасывая всех, кто так или иначе связан с нашими правоохранительными органами, и начиная, в том числе силами штабов, травлю наших правоохранителей, у которых есть семьи, родители, дети. Вы просто не представляете, вот я встречаюсь с избирателями, встречаюсь в том числе с родственниками, которые приходят там на прием. Был прием, у меня обращались граждане, у которых отец, сотрудник милиции, погиб при исполнении служебных обязанностей. И когда они читают этот шквал оскорблений и просто вранья в адрес правоохранителей, они требуют привлекать за слова такие к самой строгой уголовной ответственности. Я объясняю, что белорусский закон об оскорблениях один из самых либеральных, по крайней мере, в регионе Центральной и Восточной Европе. Но мне сложно их успокоить. То есть, по сути, из такого крепкого электорального ядра у вот этого штаба Светланы Тихановской, наверное, остались такие городские хипстеры, да и то... Ну, такие вот именно ядро, ядерный такой электорат Светланы. Городские хипстеры, и то мне понравилась фраза, которую я так общался с айтишниками. Говорю, ну вот вы ходили там на Бангалор, как вам ощущения? И был такой комментарий, очень короткий, очень емкий, который мне очень запомнился. Драйв и пустота. Драйв, идет речь о концерте, это действительно было драйвово, классные исполнители, классно поставленные с точки зрения шоу. А потом, когда, к сожалению, начинаются речи, начинаются программы, там пустота. Поэтому драйв и пустота. Ну, наконт пустоты не будем там спрачацца. Это лично мое мнение, да, никому не навязываю. Нехта бачыць, нехта Да. не бачыць. Мне таксама ёсць да іх пэўныя пытанні. Ось, але што вот датычыцца заўтрашняга мерапрыемства, то вот гэтага драйва, ну, там же концерт анонсировали. Концерт анонсировали, да. Вот калі яго не адбудзецца, вот будзе мне шкада. І я да вас на заканчэнне хочу ўсё ж таки як да журналіста звярнуцца. Скажите, вот зараз падчас працы на вуліцы мы назіралі шмат затрыманняў журналістаў. Нашых журналістаў таксама затрымлівалі. Да, не было там складу протакола, не было там судоў, прысудаў і гэтак далей, але тым не менш, калі чалавека забіраюць в аўтазак, журналіста з пасведчаннем, там з камерай, все ж такі, вот с вашего пункту гледжання, і выпускаюць там, хай сабе там праз После проверки. После проверки, документов, аккредитаций, ну, то есть всего того, что должны проверять Андрей, в таких ситуациях. Я працаваў на мітынгу, вот калі праходзілі зімой там у падтрымку незалежнасці. Яны і мы іх, і яны нас усе ведаюць у твар. Я стаю, пытаюся у вот вядомага супрацоўніка ў штатскім, кажу, хапун будзе? І мне кажа, Дмитрий, работайте. То есть мы ж не называли один одного, там я вот оттуль, вот, а я вот оттуль. Яны нас ведают, и мы ведаем. Ну, якая проверка? Ну, скажите мне. Вот Сашу Дынько со Свободы не ведают правоохранники, что ее треба забирать для проверки? Я думаю, не все, далеко не все знают такого хорошего журналиста. И все ж таки, вот ваше ставление до такой ситуации. Вот чамусьці з БТ, ОНТ никого ж не забрали для проверки? Ну, они, наверное, не были в эпицентре событий, когда вот эта вот агрессия переходит допустимые рамки или четко следует инструкции, которые, кстати, нам предписывает и Европейская и Международная Федерация журналистов. Есть четкая инструкция поведения журналиста во время массовых, особенно незаконных массовых мероприятий и в чрезвычайных ситуациях. Это касается и бейджев, это и касается специальных жилетов, это касается там всего того, что должно быть у журналиста, если он работает в чрезвычайных обстоятельствах. Есть конкретные рекомендации. Мы, кстати, рекомендации Международной Федерации журналистов неоднократно размещали. Я, как председатель Союза журналистов, всегда говорил и говорю, любое препятствование работе любого СМИ, если оно работает в соответствии с законом и этическим стандартом, вызывает нас обеспокоенность и протест. И мы, в том числе в Комитете защиты журналистов, который мы создали совместно с МВД, прокуратурой, Следственным комитетом, нашими депутатами, журналистами в парламенте, будем рассматривать. Просто я не хочу, чтобы опять мы говорили
о той или иной ситуации вот так вот, огулом. Каждая ситуация неповторима. В каждой ситуации нужно разбираться. Мы точно так же, как и вы, с глубокой обеспокоенностью смотрим, как наши коллеги-журналисты страдают во время митингов в Соединенных Штатах Америки, лишаются глаз, получают серьезное отравление газом, получают увечья, переломы. Мы просто внимательно за этим смотрим. В Европейском Союзе мы выражаем им соболезнования с одной стороны и выражаем им поддержку, а с другой стороны, ну хотя бы их опыт, нас, белорусских журналистов, ну должен научить, как вести себя во время чрезвычайных обстоятельств. И тем более незаконных митингов, как взаимодействовать с правоохранителями. Как позитивную повестку в этом вопросе, я думаю, что после выборов мы с нашим силовым блоком, у нас есть такая возможность, в том числе я вот сейчас прошу наших коллег по Комитету защиты журналистов, организуем несколько тренингов и мастер-классов, если их было проведено недостаточно, в том числе нашими европейскими партнерами. И просто покажем, как на основе рекомендаций Европейской международной федерации журналистов, как журналисты должны вести себя в таких экстремальных ситуациях, чтобы не дай бог, не получить какие-то неприятные последствия. В этом я вижу позитивную работу. Кстати, если наши коллеги с Белорусской ассоциации захотят присоединиться к этой работе, я их тоже приглашаю. Такие тренинги на основе международных стандартов с изучением того видеоматериала, который накоплен и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе, в Российской Федерации, в Казахстане, когда журналисты, ну, как говорят в народе, попадают под замес при освещении тех или иных ярких политических, там, экономических, социальных и других волнений и протестов, расовых в том числе. Ну, будем, может быть, придем к какой-то единой рекомендации. То есть по форме одежды, экипировки журналиста, по его поведению, по соблюдению этического стандарта. Все ведь эти стандарты в прошлом году принята новая международная хартия журналистской этики. Там все прописано. Соблюдение закона страны пребывания для любого журналиста, какой бы СМИ он ни представлял. Соблюдение этического стандарта, то есть чтобы человек не провоцировал, в том числе своим репортажем, нарушение закона. Это ведь тоже этический стандарт, который, к сожалению, часть наших коллег не соблюдает. Увы. Но мы разберем конкретно по случаям и дадим конкретные рекомендации и ответы. Ну вось, я ведаю, што старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец глядзіць наш эфір, таму паступіла канкрэтная прапанова старшыні Саюза журналістаў Беларусі, які прапановвае сумесна супрацоўнічаць, ну і магчыма разабрацца с этой сітуацыяй тых же самых затрыманняў і гэтак далей. Все, на заканчэнне, я так думаю, вот можа быць, рыхтуючы вас да сустрэчы з выбаршчыкамі, як вот давераную асобу, там Александр Григорович на вуха сказаў, калі будуць пытацца, калі ж будзе ўсім по 500, кажы, тады-то, калі? Уже было. По 500 уже ж было. То есть средняя зарплата в Беларуси уже превышала эту планку и не раз. Да, к сожалению, объективные обстоятельства, экономика вокруг нас, вокруг Беларуси, мы экспортоориентированная страна, не позволяет нам быстро наращивать средний уровень зарплат. Посмотрите, насколько упала экономика Соединенных Штатов Америки. Есть же данные за второй квартал. Или Европейского Союза, или Азии, Латинской Америки. В Европейском Союзе, если не ошибаюсь, больше 11% падения второго квартала. А ведь это один из ключевых наших экспортных рынков. Или Соединенные Штаты. Там речь, ну, разные эксперты говорят, там от 20 до 30% падения экономики. Ну, глупо ждать, что белорусская экономика не почувствует на себе такое схлопывание наших экспортных рынков, в том числе Российской Федерации экспортный рынок. Поэтому да, но у нашей экономики есть большое преимущество. И мы этот фидбэк получили с тех предприятий, я получил, которые посещал. Масман, другие наши, вот Луч сегодня был, сегодня утром, очень хорошее предприятие, там они, по-моему, на 56% нарастили выручку. И они заключают сейчас, я не знаю, может, это коммерческая тайна, но пытаются заключить расширенный контракт с Икеей. А это гарантия того, что после снятия карантинов, ну, я рекламирую Луч, ладно, это наш же производитель, белорусский, можно у вас? Можно. Вот. Прекрасные часы, да, у них будет расширенный контракт с Икеей, я очень на это надеюсь.
и призываю Киев пойти на расширение контракта. И наш белорусский бренд с прекрасной репутацией, как только приоткроются границы, сможет занять в том числе и чужие рынки. Поэтому у нас есть резерв для повышения зарплат. Ну что ж, таким чынам выснова першая. Жить будем дрэнна, но недолго. Нет, жить будем хорошо и долго. И всем желаю здоровья. И с опорой на нашу медицину, которая показала свои лучшие качества во время пандемии, с опорой на наших гениальных врачей, жить будем еще и здоровыми. И здорово. Ну и Александр Лукашенко ізноў элегантную перамогу атрымалі. Убедительно победит, конечно. Дзякуй вялікі. Ну што ж, гэта была праграма пытаннічкі, 6-й выпуск. І я нагадаю, што нашым госцем сёння быў Андрей Крывашеяў, давераная асоба кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнкі, палітычны аглядальнік Белдзяржтэлерадыёкампаніі. Спасибо за интересные вопросы. Дзякуй вам.